Дополнительные задачи по математике, уравнения с горой неизвестных. Что может быть интереснее? Отправляемся на праздник, который может удивить количеством цифр. В День российской науки в Уфе впервые проходит праздник математики. Оказывается, решать задачи – это тоже весело. Неожиданно, но так считаю не только я. Какие были задания на Олимпиаде? Первое задание было про котиков с сосисками, второе было про лабиринт. Насколько важна формулировка заданий? Задания, те, которые с юмором, их решать приятнее, потому что чувствуется то, что это делали не какие-нибудь там строгие учителя, а те, кто понимает чувство юмора. Здесь собрались ученики 6-7 классов для того, чтобы поучаствовать в Олимпиаде, прослушать лекции, посетить мастер-классы и, быть может, пройти сложный отбор в школу для одаренных детей Летово. Я тоже поучаствовала, но смогла решить лишь 5 заданий из 6. Признаюсь, было сложновато. Интересно, каково было выполнять задания другим ребятам? Была ли у тебя возможность списывать у соседа на Олимпиаде? Нет, теоретически возможность была, но я не списывал, потому что людей было очень много, то есть, в общем-то, Уфа – математический город, правда, я не из Уфы, я из Воткинска, это Удмуртия. Уфа – математический город, и было настолько много людей, что их пришлось посадить подвое. Но списывать, наверное, возможность была, но, в общем-то, я этого не делал. Мой сосед, будем надеяться, что этого не делал. Надеюсь, что вообще никто не списывал, что Олимпиада пройдет честно, в честной и бескомпромиссной борьбе. А еще в рамках фестиваля все желающие могут принять участие в открытой лабораторной. Здесь можно не только проверить свои знания, но и познакомиться с новейшими достижениями в науке. Какие самые интересные экспонаты здесь представлены? Тут самое интересное, мне кажется, это VR и также 3D-моделирование. Чем именно интересно 3D-моделирование? Тем, что это делает не человек, это делает специальная машина, которая может смоделировать любую фигуру. Целых 2 дня идет математический праздник, на котором можно реально убедиться в том, что математика – это весело, и за ней действительно стоит будущее. Математика – это не только примеры задач и гора учебников. Математика – это увлекательное путешествие. Главное знать, как в него отправиться. Камила Тлявнина, Аделя Снаргулу. Специально для горы новостей.